Добрый вечер. Вы смотрите информационный выпуск «Сегодня в начале» о главных событиях. Благодарность за плодотворную деятельность в течение года. Президент Алан Гагоев встретился с коллективом государственного ансамбля песни и танца «Симт». Габараев Николай Ясонович, заступник осетинского слова. В ней прошла научная конференция к столетию видного осетинского ученого. Погружение в эпоху XIX века. В Госуниверситете состоялся Пушкинский бал к 225-летию со дня рождения великого русского поэта. В научно-исследовательском институте прошла конференция к столетию со дня рождения видного осетинского ученого, доктора филологических наук, профессора Николая Габараева. В работе конференции приняли участие президент Алан Гагоев, родные ученого, научные сотрудники и общественность республики. Отмечен неоценимый вклад Николая Ясоновича в исследование осетинского языка. Состоялась презентация третьего тома толкового словаря осетинского языка, идейным вдохновителем и главным редактором которого был Николай Ясонович. Издание вышло в свет благодаря финансовой поддержке главы государства. Эльвира Тибилова продолжит тему. В научно-исследовательском институте прошла научная конференция «Габараев Николай Ясонович, заступник осетинского слова». Мероприятие было посвящено столетию со дня рождения видного осетинского ученого, доктора филологических наук, профессора Николая Габараева. Присутствующие минутой молчания почтили память ученых. В работе конференции приняли участие глава государства Алан Гагоев, председатель юго-осетинского отделения Международного общественного движения Алан Тестернехас Леонид Тибилов, родные ученого, деятелей науки и общественность республики. С приветственным словом к участникам и гостям конференции обратился директор института Роберт Гаглоев. Он отметил неоценимый вклад Николая Ясоновича в исследование осетинского языка. Когда Аристократия Сайрак жертвовал, новости давали, Ушаков, Кузнецов, Ожегов жертвовал. Владимир Зодито, Габароте, Николай Ясонович, Иронов Зоди, Эмбабингенен, Шепортумун, Чиник. В рамках конференции также состоялась презентация третьего тома толкового словаря осетинского языка, идейным вдохновителем и главным редактором которого был Николай Ясонович. Роберт Гаглоев подчеркнул, что презентация издания – значимое событие в научном мире. Он выразил благодарность Алану Гаглоеву за финансовую поддержку в выпуске словаря и обратился с просьбой помочь с переизданием первых двух томов. Диккоктум рошади дуамин десамоза. Мен иртикоктум рошадис меношиос. Мен авшедастагай дуамин иртендесай шимпер десамозма. Фактически шаттау дифаленен дуамин эну десамозай. Шаттау дисуже Москве. Фален фараста кенауди авитхена рошади. Глава государства Алан Гагоев отметил, что вся жизнь Николая Габараева была связана с исследованиями в области языкознания, с сохранением и развитием родного языка, а проект четырехтомника толкового словаря – делом всей жизни. Мы приложили все возможные усилия для того, чтобы очередной том толкового словаря осетинского языка вышел к столетию Николая Ясоновича. Уверен, что это лучшее, что можно было бы сделать, чтобы почтить память ученого. Без всякого преувеличения подобный словарь в любой стране составил бы честь для любого научного учреждения, занимающегося исследованиями в области лексикографии и филологии в целом. Толковый словарь осетинского литературного языка, уже 3 тома которого увидели свет, открывает перед нами сокровищницу национальной словесности, наглядно показывая прекрасное наследие осетинского языка. Глава государства выразил слова благодарности всем, кто был задействован в работе многолетнего масштабного проекта толкового словаря. Он также отметил, что важнейший вклад в дело словаря принадлежит Николаю Ясоновичу Габараеву, который являлся автором проекта и его движущей силой. Подвижническим трудом он обеспечил долгую и светлую память своему имени в науке и в истории нашего народа. Работу в сфере осетинской лингвистики и словесности в целом продолжают новые поколения наших ученых. Всегда и во всем будем поддерживать их благородный труд на благо народа.
При всей своей огромной научной значимости издание толкового словаря далеко выходит за рамки обычного академического проекта. Для каждого языка толковый словарь не просто справочное издание. Это живой инструмент, который объединяет поколения, углубляет понимание языка и предоставляет возможность каждому его пользователю лучше выражать свои мысли и чувства. Алан Гаглоев подчеркнул, что на протяжении всей истории нашего народа астинский язык вместе с культурой формировал и обеспечивал связь поколений. Президент отметил важность задачи сохранения нашего многовекового языка для будущих поколений. Вопрос родного языка – это вопрос сохранения нашей идентичности, самобытности и традиций. Работа государства по поддержке астинского языка должна продолжаться. Важны фундаментальные и прикладные исследования в этой области, глубокий научный подход. Считаю, что данное направление должно быть одним из приоритетов нашей науки. Важный вопрос – дальнейшее развитие образовательного, информационного пространства. Речь в том числе идет о расширении поддержки печатных и электронных средств массовой информации, литературы на астинском языке, публикации качественного контента на астинском языке в сети интернет. При этом надо понимать, что информационное, культурное и, наконец, государственное единство нации напрямую зависит от освоения языка подрастающими поколениями, молодежью от уровня владения языком. Осетинский – государственный язык нашей страны. Должна быть всем понятная связь между свободным, грамотным владением астинским языком и еще большими возможностями для самореализации, для достижения профессионального успеха. А государство должно обеспечивать необходимое качество обучения детей осетинскому языку. Глава государства пообещал оказать содействие в выпуске 4-го тома толкового словаря и в переиздании первых 2 томов. Он также поблагодарил представителей научной интеллигенции Южной Осетии за большой вклад в науку и пожелал им дальнейших успехов. Armasti răsturnă făla, cega nakandune, mana nu gozr bolagă, ma cadu mărăsta gânciuna uazou, nakandune, shatja short, obun răsturnă kabuta, gărsta mai haște bădără gărsta, vattara ucidarua sa doz ma hurzno gastul kudun belohamor favati ulter. Obun mana shakottok orostai fittom. Udun, sumbun feltartán, vagy just istorie midek. Mana hosszakot zohtun oftanai, abunasokot takcsi a raza, udun a razoncs historikon kottegyete. Kerdunan, na fester feltartort, kan just maj just bendur. Ученый-секретарь Института, кандидат филологических наук, профессор Зоя Битарте рассказала о жизни и научной деятельности видного ученого. Габаратни голой хедек дзердарастел, уи эрдабундар майров дестуэрта хаугдари морфологическая структура слова, да? Ама хауце чинек конефес де доктору диссертацию ди. Уэдес тан хауце замана куратса ди докове кюе бага ката чинек дарратса ди, суираз дарратса ди. Ама тан Петербурге, ама мен Grünberg автазага, академик. Уэдсе чинек министка утебав таут мекуха. Pezerine gavurtsutten, zohtone Nikolovta, menem omem zduveis, men zjorvitserge. Ne, uaider nolkutto, polhattu je julderzerge. Dorter, ui se inversion ter dot sarasta Nikola, ui abun menenu mekhusen gors. Struktura kamonen ez zerde struktura, ne? Ama mirteder keredi festa kutsevens, wedutse zerdatu ittek ester khos mochen.
Тираж третьего тома толкового словаря составил 1000 экземпляров. Первый том вышел в свет в 2007 году, второй в 2011. Толковый словарь, как и предыдущие его части, был издан в московском издательстве «Наука». Сама работа над созданием столь значимого труда началась еще в 60-х годах прошлого столетия. В ней было задействовано несколько поколений остинских ученых. О подготовке к изданию 3 томов толкового словаря остинского языка рассказала технический редактор Заира Бежанова. Она также отметила большую помощь профессора Анатолия Кусраева в издании книги. Имя Николая Ясуновича Габараева неразрывно связано с толковым словарем осетинского языка. Они вместе со своими сподвижниками и соратниками Николая Ясуновича Габараева совершили научный подвиг, подготовив, составив вот этот толковый словарь 4-томный. Имя видного ученого Николая Габараева в августе текущего года было присвоено Цхинвальской среднеобразовательной школе номер 1. Директор школы Русудан Губозова поблагодарила авторов словаря за проделанный труд и поделилась воспоминаниями о видном ученом. Na etnosan, na хоргунтан, нестерлактан, чицангомакоткана. Учащиеся школы подготовили небольшое выступление с исполнением песен на родном языке и декламированием сатирических стихов Николая Габараева. Эльвира Тибилова, Заур Устаев, Сармат Гузитаев, Зарима Арсоева. Информационный выпуск сегодня. В столицу Южной Осетии доставили главную елку республики. 14-метровую ель привезли из села Кросс Залского района. Новогодняя красавица будет по традиции установлена на центральной площади Цхинвала. В столичной администрации отметили, что все украшения заказаны в России. Они уже доставлены. В ближайшее время дизайнеры приступят к оформлению елки. А на следующей неделе главный атрибут Нового года засияет яркими цветами. Приближение праздника ощущается все ярче. Улицы уже преобразились и засияли новогодними огоньками. Работа по созданию праздничной атмосферы продолжается. Юго-Осетинские ученые представили 2 доклада на Первом Евразийском конгрессе лингвистов. Темы вызвали большой интерес у многочисленных участников ученых из 45 стран. Большая часть докладов конференции была посвящена актуальным проблемам сохранения языков малочисленных народов, к которым относится и осетинский. Один из докладов юго-осетинских ученых посвящен анализу текущего состояния осетинского языка и определению последующих шагов для его сохранения и развития. Научные сотрудники приняли участие в Первом Евразийском конгрессе лингвистов. Масштабный международный научный форум собрал более 500 ученых из 45 стран. Юго-осетинские ученые представили 2 доклада. Мероприятия по ревитализации осетинского языка и углублению его изучения в Республике Южная Осетия и вариативность в осетинском языке. Министр нам работаем, а меня ракурта доклад фандия нахимадердомай смахоркана. Как отмечает профессор Зоя Битарта, один из докладов был инициирован с целью анализа текущего состояния осетинского языка и определения последующих шагов для его сохранения и развития. وفرميتسمي فستم رزدوخم زغجا بون فستم ارتنم استدونم نوس ارتنم است سوارو ديني زوج وفرميتسمي اركنم ويتخيل تجست كست خوابون أما وتكست проблема тайзага мадц хастай мадц несонис удом мохома ровдостойкомой. Гости, представляющие различные научные учреждения и страны, были особенно заинтересованы в том, какие шаги предпринимают осетинские ученые для сохранения и популяризации родного языка. خسشين جوفتين جروح دماغ دا صابيدتن اما وتشين قلت ابو نور خاين صابيدونه صابيدت دار خاين ما ويتو كذا نقام بس ديسكو زوتونو دتا ود ما ويفست يرتبونه هفته كمامي خانتي ماسيس كده ما مربوط ديس سا تشو سافر دار اخر قول استمامي در ماريل در ودون در ما مربوط شسل ادم تاي يتصبر ادم خاطر نيرت ما مربوط
Значительная часть докладов на конференции была посвящена социолингвистическим аспектам. Это было обусловлено актуальностью проблемы сохранения языков малочисленных народов, к которым относится и остинский. Farun Putin yexedegi unafemegezke zakta aftezege çisil adam te evzekte merkezin qav. Murasit çisil adam te ihavi. Ama çisil adam tem erkesin ta kayzagene qav nison kane aviyeme o katsi adamlar sevzagme erkastiste. Многие участники выразили намерение использовать опыт остинских коллег в своей работе по развитию и поддержке родных языков. Kudurtamach ironov zaje kaftar binonu kenenelne wad nem iraynak آخراد مازندران افتاز خونم ایران فعلا مازندران دی بسته و دیس آخراد مینیستر هم من نمیتونم بالاخص تکوت زرگه کنه رابطی کت و دکلات امیک رازی کامون نخیم زرگه ما خندر دامی سخم آورد کم درت زرگه ناخر کنید کم درت تافته کم درت یوزرت بازرت دام هفته زرگه من امتوس را کسام من دوجی مسمه مخیار ویتسستم زاگزون ناد اینستیتوت me удун то орвицесте вардам хофта бозерстом. Первый Евразийский конгресс лингвистов – это платформа для обсуждения и обмена опытом, где лингвисты со всего мира представили свои исследования, нацеленные на решение наиболее актуальных вопросов в области языкознания. Стелла Бязарова, Анжела Кукоева, Аида Кочева. Информационный выпуск сегодня. Сегодня президент Алан Гаглоев встретился с коллективом государственного ансамбля песни и танца «Симт». Глава государства поблагодарил артистов за плодотворную деятельность в уходящем году и внесенный вклад в укрепление культурных связей с дружественными республиками. Президент подчеркнул важность выступлений ансамбля за пределами республики в деле популяризации остинской культуры. Сегодня президент Алан Гаглоев встретился с коллективом государственного ансамбля «Симт». Президент отметил большую работу артистов, подчеркнув их выдающийся вклад в развитие культуры. Репертуар ансамбля, где отражены традиционные направления, позволяет объединять сердца людей разных поколений. На протяжении года вы радовали своим творчеством не только юго-осетинскую публику, но и ценителей искусства на международных площадках. برزوند رسوخت راستق دون وقتت کدای آرزگاس مخسکوت تاتر کت کتا گفت یومیا کتاگو فدلیو شده است با خیمه کسودستم سیم باتر و نیزاختون فلان این درس فل خود کنجنن نیوشتر بوز نگنه خسته فکوت تو خم فلترنم کیس و خم رسول لبوتا چیجتنم کیس مماسا کتاگ در افته برزوندم و زادل کیزونن شوید خیلی. Я считаю, что вы полностью выполнили поставленные перед вами творческие задачи. Каждый ваш выход был пронизан стремлением к высокому мастерству и самовыражению, сказал президент. Алан Гаглоев также поздравил собравшихся с наступающим Новым годом. Uskurnám csiúi, se ne fazívek kenom, a uszter, jenövszter se pochasszom, a uszter der se kenő. Mene raszokcsi, že teder szachiakka gomont tekod varujme, szesord raszok, de se kenő, ha ő mezer de zehe, mert ne húsavos eszter bavarszak. Nekár Respublika enes tut, ja fidister, ja seskumder, a mi enövszter. Wir mest abunai neu, mert enne forsma hister felteris, kultúra alle naci ender, malu beste ender, я шескумдару, я невдар, я номдар. Умагескамон юхоттер штербуснак. Этот год, к сожалению, был омрачен печальным событием – уходом из жизни любимца публики, народного артиста Южной Осетии и заслуженного артиста Абхазии Инала Бичейнова, сказал президент. Концерт я номер разут, навидару расткотток, юльдару нештербуснак. В свою очередь, министр культуры Рада Цагоева добавила, что в этом году была проведена колоссальная работа. И 2024 год, несомненно, открыл новые горизонты для СИМТа, вдохновляя их на достижения в области культуры и искусства. Я хотела бы в первую очередь поблагодарить коллектив, который вот сегодня основной состав творческий находится здесь. Я, наверное, скажу, что за этот год СИМТ провел колоссальную работу для того, чтобы сформировать благоприятный положительный образ Республики Южная Осетия за пределами нашего государства. Это бесценно.
Рада Дзагоева поблагодарила президента за постоянное внимание. Сегодня, когда мир столкнулся с множеством вызовов, такие инициативы не только укрепляют дух нации, но и служат платформой для международного сотрудничества и обмена культурными ценностями. Поддержка со стороны руководства страны вдохновляет артистов на новые свершения, создает возможности для участия в фестивалях, конкурсах, что в свою очередь способствует распространению наших традиций за пределы Родины. Какое бы ни было обращение к вам, касающееся СИМДа, касающееся его творческого развития, вы всегда поддерживаете идеи Министерства культуры, предложения. Это очень важно. Сейчас очень сложное время, мы все это знаем. Время непростое и для Российской Федерации, и для Южной Осетии, но вместе с тем мы не можем отодвинуть сегодня такое важное направление, как культура, на второй план и сказать, что сегодня нам не до культуры, давайте вот когда время успокоится, мы будем заниматься культурой тогда. Что и вы, и мы, и коллектив понимают важность того, что мы сегодня делаем. Как вы правильно сказали, это достижение в общую копилку республики. Когда наши спортсмены поднимают осетинский флаг за пределами нашего государства, когда нашим деятелям культуры аплодируют на лучших площадках Российской Федерации и других стран, это всегда большой почет, большой успех для нашей республики. И спасибо и вам, Алан Эдуардович, и этому замечательному коллективу. Вообще в сфере культуры работают, трудятся уникальные, удивительные люди. Все они в какой-то степени, наверное, это элита национальная, но элита той самой элиты – это государственный ансамбль СИМД. Я сейчас без всякой лести, без всякого преувеличения это подчеркиваю. Спасибо вам. Одним из самых ярких моментов в этом году стало выступление артистов ансамбля на сцене Большого театра в Москве, приуроченное к празднованию 250-летия присоединения Осетии к России. ما أرتيستان ما زوركنا كان كوفاجان يا انتست وين بيده برقم جاخدل زريدلتا وجدتا كدم جاخد كان بيده نش بما مجسكا وخدك در نيكو في روح كان جستود شو خزان أتمosféra سرستيس اشترتي أتر ميدك شو خزان أخاشتودي من شما يبينون ترتم بالستما سقبولتم كسن شو وتوخم أفتهم بونتستيس شو كفت خوزه شو زارد خوزه. Президент подчеркнул, что важным направлением в работе коллектива является преемственность поколений. Валдойхсыз гуммам шо мана кастаров сумартан сакухтаройсту. Мана фалтар кай сындаккой фалтарта хистар бинатта кайвинч. Ма кофтел кай нафазынди. Энелчи дарам борону опиту даропит. Олоқотта жудар маст кофна не. Фала хофтавын кайн тыс ما وخم چه برستگ ما باشد دوام باید انجلاب بوده در چیزی تدار ما یوغزنم و زادل و کنسرت تردیسم باید اوتادم. Нам важно воспитывать в молодежи чувство гордости за свою родину, через знание прошлого, понимание настоящего и видение будущего. Это требует усилий как со стороны государства, так и от каждого из нас, чтобы патриотическая культура стала глубокой осознанной частью нашего бытия. فستق رستجت و چگنای و خدک در و خیشه خود داره چی فخاتون نهادن من سندک کوی سکولتورا تئاتر مدر کنسرتم در سندک کوی شون اوجی رایدت توی هرم ماین کروم مبتر یخیق داوی زالندر زریدلندر امجاغدندر مهوی وخی کفت نه داج اوجی زریدل در رایدت تقومل کنن و فدل مهوی و شگای انفذات.
Художественный руководитель Сергей Кочев подчеркнул, что поддержка главы государства является стимулом для дальнейшего творческого развития коллектива и вдохновляет на новые достижения. От имени всего коллектива слова благодарности президенту республики выразил балетмейстер ансамбля Жанна Санакоева и народный артист Республики Южная Осетия Инал Албуров, отметив, что внимание главы государства к СИМДу – это важный вклад в развитие национальной культуры. Что могу сказать, это благодарность за все, что вы для нас делаете. Будем стараться, будем работать. Это не просто вы это понимаете, и за это спасибо большое. من خودت تشکیل داره راز دروشه رازد سما خرجتر بودیم و فرش که از آن نخواه تم خیزم من سما کنم تو وقت فندم زکوت شرستن که نشستن و پادرش خشتر بودیم. Президент особо отметил мужественный поступок коллектива, когда они решили выступить в Луганской Народной Республике. Он подчеркнул, что артисты подарили праздник людям, которые много лет живут под обстрелами. Lugansk makia şödestut ne? Мамурдги шолдар ход фажертуй. Эштергурат. Ну куда вы их направляете? Куда у нас там боевые действия, у нас там прилеты майтум. Все вы кадам маза я не смогу их остановить. Вот охам ответу ди. Меня видарзтун. Фаластей кун хача сутада чаган вахадак дар фиттатум. Куда ройстуй ма шохасту диви. Алан Гаглоев поблагодарил министра культуры Раду Загоеву за ее активную и плодотворную работу, которая способствовала успехам ансамбля. Рада Загоева подчеркнула, что успехи ансамбля стали возможны благодаря сплоченности и преданности, особенно старшего поколения. Инал Собрадович, СИМДам 61 год. И фактически за все эти годы стал таким символом СИМДа. Но я что хочу сказать, творческие люди, они очень непростые. Со своими капризами, я никогда не помню, я всегда это подчеркиваю, чем человек выше, чем он талантливее, чем он титулованнее, чем я заслугота и осваивать хоматектер. Министр культуры также поделилась планами. Osjozestem мы Россия проекта Ходищета, метод 25 года, мы будем участвовать. Вот два направления мы предложили российским коллегам. Это Южный федеральный округ и Поволжский федеральный округ. Вот мы сейчас до конца месяца ждем ответа. В любом случае нас устроят оба варианта. Хотим приехать в Крым и поддержать Крым тоже своим искусством, своим творчеством. Алштерный низ для того, чтобы осетинскую культуру продвигать, пропагандировать за пределами Южной Осетии. И мы на вас очень сильно рассчитываем. От имени коллектива директор ансамбля Вадим Санакоев вручил президенту памятный подарок. В завершении встречи президент республики выразил уверенность в том, что коллективы ждут еще большие свершения и успехи, которые укрепят культурные связи как внутри республики, так и за ее пределами. Анжела Кукоева, Ринат Медоева, Азамат Кудзев, Зарина Таттаева. Информационный выпуск сегодня.
перенестись в эпоху золотого века русской поэзии и почувствовать себя героями произведений русской классики. В Югостинском госуниверситете состоялся Пушкинский бал, приуроченный 225-летию со дня рождения великого русского поэта. Звуки вальса, изысканные наряды, сцены из жизни поэта – все это воссоздало поистине чарующую атмосферу. Завершением Пушкинского бала стала церемония костюмов нарядов эпохи XIX века. Впечатлениями делится Стелла Бязрова. Живая музыка, танцы, изысканные наряды и чарующая атмосфера окунули публику в эпоху XIX века. В Югостинском государственном университете состоялся Пушкинский бал, приуроченный к 225-летию со дня рождения великого русского поэта. Мероприятие открылось с чувственного и завораживающего танца «Вальс». Затем последовали мазурка, полька, полонез. Нередко на балы приглашали талантливых цыган, которые своей зажигательной музыкой развлекали гостей. Студенты постарались ярко представить и эти исторические эпизоды, исполнив романсы и цыганские танцы. Встречал бы вас, не страдал бы так, я бы прожил жизнь улыбающий. Сам поэт Александр Пушкин очень любил балы, был их завсегдатаем и часто использовал эту тему в своих произведениях. Студенты показали некоторые этапы жизни и творчества Пушкина, продекламировали отрывки из произведений поэта. Вошел, я вмиг узнала, вся обомлела, забывала и в мыслях мудрила. Водка. Завершением Пушкинского бала стала демонстрация костюмов наряда в эпохе XIX века в исполнении финалистов международного конкурса дизайнеров, модельеров и театральных художников на лучший костюм героев произведений Александра Пушкина «Пушкинский бал». Бальные костюмы были предоставлены Санкт-Петербургским Пушкинским фондом культуры и Музеем просвещения «Книжная галерея Вольсфана». По словам директора фонда Елены Демидовой, для Югостинского университета были отобраны лучшие наряды среди более чем 900 дизайнеров. Демидова пригласила принять участие югостинских дизайнеров в ежегодном конкурсе костюмов «Пушкинский бал». В конкурсе приняли участие более 920 человек. Конкурс был молодежный. И заявки с пушкинскими образами, с пушкинскими героями нам прислали из 23 государств. Приехали сюда не с пустыми руками. Можно сделать небольшое голосование. Любая из работ, которые там выставлены, останутся здесь в подарок. А также мы привезли еще от Пушкинского Санкт-Петербургского фонда уникальные книги, которые станут частью собрания библиотеки университета. Ректор Югостинского университета Вадим Тедеев поблагодарил всех организаторов Пушкинского бала за атмосферу и прекрасно проведенное время, а также передал слова приветствия участникам и зрителям от президента Алана Гаглоева. Искренние слова приветствия от имени президента Республики Южная Осетия Алана Эдуардовича Гаглоева. Он просил передать, что сегодня никак не смог быть на нашем мероприятии, но обещал 24 декабря прийти и лично поздравить студентов университета с наступающим Новым годом. Активное участие в организации Пушкинского бала в Югостинском госуниверситете принял Россотрудничество в Схимвале. Глава Русского дома Сергей Комиссаров подчеркнул, что в Южной Осетии 225-летие Пушкина отметили достойно. По всей республике проходили различные мероприятия. Это говорит о том, что Пушкин близок не только жителям России, но и Осетии, отметил Комиссаров. Сегодня в книге пожелал, чтобы эта история имела продолжение, чтобы она развивалась, чтобы вы могли и дальше готовиться, показывать прекрасные номера,
знакомиться с творчеством Пушкина и, естественно, прекрасно представлять его творчество широкому зрителю. Своими впечатлениями поделилась проректор ЮОГУ, завкафедрой русского языка, профессор и руководитель АПРЯЛ Южной Осетии Залина Тедеева. Заглянули на бал времен Пушкина и увидели блистательного героя самого Пушкина. Конечно, нас тронуло нежное исполнение мазурки, полонеза, цыганского танца. Мы очарованы искренностью и талантом исполнителей романса. В завершении ректор Вадим Тедеев подчеркнул, что Пушкинский бал в ЮОГУ станет ежегодным. Стелла Бязарова, Рауль Кочев, Зарина Таттаева. Информационный выпуск сегодня. Югостинские спортсмены приняли участие в чемпионате Северной Осетии Алании по настольному теннису. В личном зачете серебряным призером соревнований стала Аманда Кукоева. Другая представительница нашей команды Майя Касрадзе стала 4-й. А в парных соревнованиях Майя заняла 3-е место вместе с владикавказским игроком Захаром Богословец. Призом за волю к победе был отмечен Балдан Дашиев. Спортсменов тренируют Мириан Дюоев и Ирина Валева. А сейчас узнаем, какая погода нас ожидает. В республике ясно. В Заурском районе днем +4, ночью -2. В Цавском районе днем 3 градуса тепла, ночью -4. В городе Квайса днем +2, ночью -5. В Ленигорском районе днем 3 градуса тепла, ночью -2. В столице республики в Цхинвале днем +4, ночью 4 градуса с отметкой -. На этом наша программа подошла к концу. Я Ирина Дюоева. Желаю вам всего доброго и до свидания.